Какую обувь следует подобрать для поездки на корабле? Ну, прежде всего, удобную и устойчивую. Представляете, не дай бог, качнет судно, и вы упадете за борт. Конечно же, изящный и красивый высокий каблук – вещь очень эффектная, но в нашем случае я бы не рекомендовал такую обувь. Поэтому стоит выбирать обувь прежде всего без каблука. Неожиданное решение. Такую обувь я предлагаю как раз к комбинезону зелено-бирюзового цвета. У нас есть комбинезоны, да, один цвет, есть коричневый ремень, второй цвет, и третий цвет это будет цвет обуви. А вместе получится такое неожиданное и не скучное сочетание цветов. У нас есть брючный комплект. Несмотря на то, что нижняя часть брюки желтого цвета, комплект, мне кажется, очень таким спокойным, умеренным по цветовой гамме. Поэтому, наверное, стоит добавить обувь какого-то неожиданного оттенка. Вот я подобрал что-то подобное. Обратите внимание, какая интересная фактура ткани. Она напоминает льняную рабушку. И опять же, обувь на танкетке, что означает, что она довольно устойчива. И, в общем-то, неплохо будет смотреться на девушке во время корабельной качки. Предлагаю на корабле носить балетки. Вещь достаточно удобная, опять же, нет каблука, пяточка закрыта, поэтому точно никогда не упадете. И опять же, хорошая вещь – это подошва, которая не скользит. Я думаю, что этот вариант к темно-синему сарафану, который я выбрал, отлично подойдет.